В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте. Начнем с ситуации о распространении гриппа и ОРВИ. По данным санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия, на сегодняшний день лабораторно подтверждены 19 случаев заболевания гриппом штамма H1N1. 3 человека проходят стационарное лечение в Сухумской республиканской больнице. Остальные лечатся амбулаторно. Среди заболевших 7 детей школьного возраста. Как отмечается в сообщении, заболевшие в основном это жители восточных районов Абхазии и Сухума. Все пациенты из группы риска – это дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. В основном болезнь проходит легко, так как больные получают соответствующее лечение. Как подчеркивают в Минздраве республики, стационарные больные получают бесплатное лечение. Среди больных так называемым свиным гриппом один тяжелый случай. Это молодой человек с несколькими хроническими заболеваниями. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. На сегодняшний день все больницы и поликлиники обеспечены лекарствами. Все необходимые препараты есть. Кроме того, идет ежедневный мониторинг эпидситуации по стране. С понедельника мониторинг будет проходить по каждой школе детально. Помимо гриппа штамма H1N1 в республике сейчас наблюдается вспышка других инфекционных заболеваний сезонного характера – ОРВИ и ОРЗ. Практически все больные проходят амбулаторное лечение. К примеру, в Сухумской инфекционной больнице всего 7 пациентов с ОРВИ. В Краснодаре состоялась встреча абхазской делегации во главе с вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Джансухом Мнанба с коллегами из администрации Краснодарского края Российской Федерации. С российской стороны встречу, посвященную развитию сотрудничества в различных отраслях экономики и социальной сфере, возглавил заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась. Краснодарский край и Абхазию связывают не только добрососедские отношения, но и серьезный многолетний опыт взаимодействия законодательной и исполнительной власти. В этом году исполняется 10 лет действующему соглашению между администрацией Краснодарского края и правительством Абхазии о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве, отметил Игорь Галась. На сегодняшний день уже подготовлена и согласована сторонами программа совместных мероприятий в рамках соглашения на 2019-2021 годы. Официальное подписание новой программы премьер-министром Абхазии Валерием Бганба и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым запланировано на ежегодном российском инвестиционном форуме в Сочи. Представители абхазской делегации отметили большие перспективы партнерства в рамках соглашения. По итогам встречи участники определили, что основными направлениями взаимодействия на ближайшие годы станут развитие гражданского общества, гуманитарного сотрудничества, развитие партнерства в агропромышленной сфере и туриндустрии. В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло расширенное заседание под председательством министра Мираба Кишмария. На заседании были подведены итоги подготовки оборонного ведомства за январь и поставленные задачи на февраль 2019 года. Начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства страны, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также представители военных комиссариатов республики доложили о выполнении в полном объеме запланированных мероприятий по боевой и морально-психологической подготовке в вверенных им подразделениях за прошедший месяц. Основные усилия воспитательной работы в январе месяце были сосредоточены на выполнении праздничных мероприятий. Во всех воинских частях были организованы празднования Нового года, Рождества Христова, Жирныха. Все 100% военнослужащих срочной службы поэтапно по решению командиров частей были поощрены увольнением домой. За образцовую службу и в честь новогоднего праздника 27 военнослужащим были вручены грамоты министра обороны, 8 военнослужащим были объявлены благодарности и 1 снятое взыскание. Учебный центр завершил свою работу. Все военнослужащие молодого пополнения прошли курс молодого бойца, распределены по воинским частям и назначены на должности в соответствии с их профессиональной направленностью. Урок мужества, посвященный 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошел в средней школе села Цкабын района. Детям рассказали о страшных блокадных месяцах в Ленинграде, о героизме жителей города, сумевших не только выжить, но и победить. Мероприятие было организовано при поддержке Россотрудничества в Абхазии совместно с представителями 7-й военной базы, а также районного отдела образования и дирекции школы.
Уроки мужества и классные часы в школах уже давно стали традиционными. Такие мероприятия очень важны для образовательного процесса, так как из этого складывается мировоззрение будущего поколения, основанное на патриотическом воспитании. Сегодня, эта тема именно посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. Да, не за горами то, что было в Ткварчеле, вы знаете, да, блокада Ткварчала. Серьезный гуманитарный кризис был, который длился больше года. Люди умирали от голода, от цинги. Ну и жертвы, я думаю, можно параллель провести и с жертвами геноцида. И там тоже огромное число погибло людей, 1,5 миллиона. Поэтому я думаю, что такие уроки нужны. В ходе мероприятий школьникам рассказывали о тех страшных событиях, которые происходили в блокадном Ленинграде. Также была рассказана история о трагической судьбе 10-летней девочки Тани Савичевой и ее семье. В этой школе сегодня мы проводим урок мужества, посвященный беспримерному подвигу наших солдат, которые защищали Ленинград, которые выдержали эту самую жестокую, наверное, из всех войн, самую жестокую из всех событий в этой войне, выдержали блокаду, прорвали блокаду. Дети слушали очень внимательно, боясь упустить хотя бы слово. Вот почему, по словам директора школы Владимира Кондакчана, такие уроки важны. Они имеют образовательную направленность. Страницы истории нужно помнить и чаще проводить такие лекции в школах. Для школьников, для молодого поколения вот такие мероприятия очень важны. Если такие мероприятия будем проводить, вот дети будут знать, что вот существуют какие-то военные базы, солдаты, будут рассказывать, будут стремиться куда-то, будет какой-то стимул. Уроки мужества проходят не первый год в школах Гулерифского района. Ранее лекции были проведены в Гулерифской, Дранской, Мархаульской средних школах. Но в этой школе подобный урок впервые, так как для этого не было никаких условий. Долгие годы учебное заведение нуждалось в ремонте. Усилиями жителей села, педагогического коллектива во главе с директором и спонсоров, бывших жителей села, были отремонтированы почти все классные комнаты, актовый зал, заменены окна. Также был установлен трансформатор. Между тем, школа очень старая. С 1956 года ее двери открыты для сельских детишек. В довоенные годы здесь обучалось около 1000 детей. Сегодня здесь учатся 125 детишек. Занятия в школе проводятся на 3 языках – абхазском, русском и армянском. Многие учителя приезжают из районного центра и даже из столицы. Так, например, учитель абхазского языка и литературы уже долгое время работает в селе Цкбын и с большой теплотой говорит о своих коллегах, учениках и жителях села. Главное, что несмотря на пережитые сложные времена, учебное заведение никогда не прекращало своей работы. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Национальном театре Республики Адыгея прошла премьера спектакля «Кавказский меловой круг» на 3 языках – абхазском, адыгском и русском. Спектакль был представлен актерами Адыгеи совместно с актерами Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Постановщик спектакля – художественный руководитель Национального театра, заслуженный деятель искусств России, народный артист Абхазии Кесо Хачигогу. После премьеры глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил о присвоении актерам Абхазского театра, участвовавшим в постановке, звания «Заслуженный артист Республики Адыгея». За вклад в развитие театрального искусства почетное звание присвоено актерам Абхазского драматического театра Розит Бар, Кесо Хагба и Темразу Чамагуа. Черноморэнерго сообщает, что 2 февраля с 6 утра до 10 часов на подстанции Сухум-1 будет производиться замена оборудования. На этот период без подачи электроэнергии останется центральная часть Сухума. Уважаемые телезрители, доводим до вашего сведения, что передача «Шижибзия» уходит в отпуск на неделю по организационным вопросам, начиная с 4 февраля. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 6-11 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.